Добрый день! Вы на канале Школа Подмастерья. Меня зовут Гульнур. Скорее всего, мои видео будут смотреть в большинстве женщины. Поэтому хотелось бы к вам обращаться, дорогие подружки. Дорогие подружки, свой канал я открыла примерно год назад. Я хотела выкладывать видео на башкирском языке, потому что очень много народу говорили, что они в основном разговаривают на русском языке, и большинство терминов, как они переводятся на их родной башкирский язык, они не знают. Так как я являюсь представительницей Башкортостана, башкирского народа, и достаточно чисто общаюсь на башкирском языке, первой целью создания своего канала у меня было общение о своем любимом хобби именно на башкирском языке. Это для того, чтобы мы не забывали наш язык, чтобы мы не забывали старые наименования тех или иных предметов, которые связаны с рукоделием. И я уверена, что такие старые названия, наименования есть не только на башкирском языке, но и на русском языке, на других языках. Многие предметы, многие вещи мы сейчас называем современными языками, но наверняка они в старину имели какие-то другие наименования, как-то по-другому про них говорили, как-то о них рассказывали. Я тоже хотела разговаривать на чисто башкирском языке. Я выложила несколько видео, правда, их выложила нерегулярно, потому что прошлый год для нас был очень тяжелым. У нас были утраты. На данный момент я не хочу уже об этом говорить, потому что это семейное, это сокровенное, это то, что у нас должно остаться. Но тем не менее, каждому из нас нужно двигаться вперед. И вот когда, скажем так, духовные силы в упадке, когда нет настроения и когда ты ищешь поддержку в чем-то, и все равно хобби помогает успокоиться, навести порядок в мыслях, как-то найти новые силы, поднакопить их, подняться, стараться идти вперед, несмотря ни на что. И вот некоторые мои знакомые говорили: Гульнур, а почему ты выкладываешь видео на башкирском языке? Я говорю, ну вот так, я говорю, на русском языке YouTube и так переполнен, там очень много блогеров, я говорю, а на башкирском языке вообще лично я не видела ни одного блогера. Я хотела разговаривать на башкирском языке. И вот мне люди говорят, а мы, говорят, башкирский язык вот немножко понимаем, но не полностью. Мы хотели бы смотреть видео как бы в твоем исполнении. Я говорю, так, много известных блогеров, они такие опытные вышивальщицы, они такие мастерицы, они такие умелицы. Я говорю, я только начала заниматься вышивкой, о чем я могу вам рассказать? Тем более на русском языке. Мой основной родной язык башкирский. На русском все равно я могу допускать ошибки. И вот мне многие люди говорят, что несмотря на то, что блогеров очень много, и они все красиво и интересно рассказывают, у каждого блогера свой подход к изложению материала, да, все равно говорят, смотреть знакомого человека и слушать голоса знакомого человека все равно интереснее. И вот там нескольким девушкам я обещала, что я попробую выложить видео на русском языке. Хотя бы 10 видео попробую пробных. Если вдруг найдутся люди, которые заинтересуются моим видео, моим каналом, то, возможно, я буду продолжать. Но, тем не менее, башкирский язык я не хочу забывать, я не хочу его оставлять. То есть, каждое мое видео теперь будет дублироваться. Одно видео я буду снимать на башкирском языке, а второе видео я буду снимать на русском языке. Поэтому, если вступительное слово было очень длинным, дорогие подружки, я прошу у вас прощения. А теперь позвольте мне представиться. Меня зовут Гульнур, я родом из Башкортостана и живу сейчас в Башкортостане, в Российской Федерации. Республика Башкортостан, она расположена на Уральских горах. У нас такая красивая природа. Я считаю себя одной из самых счастливейших женщин, которые живут в современности, потому что у нас прекрасная, восхитительная, красивая природа. Я женщина, которая имеет все права современного человека, в том числе женщина, которая может заниматься своим любимым рукоделием. Правда, как и многие
женщиной, у меня тоже есть свои бытовые хлопоты и заботы. У меня есть дети, у меня есть супруг, любимый супруг. И я еще и работаю, поэтому времени на вышивку остается мало, тем более в летний период, так как я живу в небольшой деревне. Тем не менее, я счастлива, когда выдается свободная минутка, и я могу хоть 15, хоть 20 минут, хоть немножко посидеть, повышивать, вязать. Еще я люблю выкладывать алмазную мозаику. Вот. Хоть и видео длинные, но все-таки считаю, что нужно вам рассказать, что вышиванием я занималась очень давно. Это было в школьные годы на уроках труда. Училась я в небольшой школе в деревенской, и мы там учились на кухонных полотенцах вышивать. Наверное, многие помнят этот период, когда в магазинах все было пусто, и нас учили обходиться тем, что есть под рукой. То есть мы распускали старые свитера, кофты, там синтетические вот эти тоненькие ниточки, брали кухонные полотенца, приносили в школу, и вот этими тоненькими синтетическими нитками мы вышивали на кухонных полотенцах. То есть какие-то азы вышивания в школе нам все равно давали. Мне это нравилось. Но со временем все это забылось. Скажем так, были другие заботы, хлопоты. Выросла, окончила школу, уехала учиться, потом замуж вышла. То есть о вышивке немножко позабыла. В тот период я больше вязала. Так получилось, что началась вот пандемия в 2020 году, и начало пандемии совпало с периодом, когда я сидела дома, то есть на тот период я не работала. И я считаю, что это совпало очень удачно, потому что у меня появилась возможность быть вместе с детьми во время самоизоляции, во время пандемии. У меня была возможность помогать детям по учебе, потому что все-таки они еще были маленькими, помогать им не только делать домашние задания, они домашние задания и сами выполняли. Вот больше появилась возможность помогать им обходиться и правильно грузить материалы в разные учебные порталы. То есть школьники, дети в основном они смотрят YouTube, могут искать свой материал там в интернете, да, могут читать книги, материалы, но вот именно грузить свой материал они все равно, скажем так, еще не совсем умели и не знали, как это правильно делать. У меня на тот период была хорошая возможность, во-первых, сидеть рядом, помогать с уроками. Но это, наверное, не то, что прямо дословно помогать, а больше сидеть и следить за тем, чтобы они не отвлекались, а все-таки слушали учителя, привыкать к этим дистанционным урокам. А во-вторых, вот выполнять домашнее задание и отправлять его учителю. То есть один учитель выбирает один учебный портал, второй учитель выбирает другой. То есть кому-то мы отправляли через Учи.ру, второму мы отправляли там через Google Class, кому-то вообще учитель проводила урок в формате конференции там или через платформу Zoom, или через ВКонтакте, и мы потихоньку все это изучали. И вот в этот период, когда мне просто надо было сидеть рядом, чтобы они не отвлекались и слушали учителя, мне было нечем заниматься. И я вытащила наборы вышивания, которые я когда-то покупала для своей дочери. Я их покупала ей для того, чтобы она училась вышивать, то есть чтобы работала мелкая моторика рук, и чтобы у нее почерк был красивый. Но как-то не по душе ей все это пришлось. Даже можете видеть вот эти все огрызки. Вот, это самый первый набор, который я купила. Это фирма Искусница. Как видите, набор называется «Розовый букет». Вот погрызла, помяла, потаскала и забросила. А мне же нечем было заняться. Апрель месяц, там начало даже было в марте. В огородах еще снег лежит. На улицу как-то не выйдешь. Нужно следить, чтобы они сидели и учителя слушали. Там не бегали, не играли по дому, да? И
Вытащила я этот набор, решила им заняться. Тут вы можете видеть даже попытки моей дочери перерисовать схему на канву, чтобы потом сверху вышивать. Вот, я взяла этот набор и его вышила. Возможно, кривые крестики никакие, некрасивые, но как-то мне понравилось. Потом я вытащила второй набор, точно так же, который ей покупала для улучшения моторики, да. Вот, мухомор. И я его снова вышила, как вы можете видеть. Он мне понравился, тема меня затянула уже тогда. Я стала смотреть на ютубе видео про вышивку. Вот пока эту розу вышивала, розовый букет, я уже там в YouTube все окунулась, все смотрела про вышивку, про материалы, взахлеб, скажем так, даже слушала. То есть днем интернет занят детьми, а когда все у них уроки закончилось и можно заходить в сеть, потому что все-таки скорость интернета на тот момент это была одна из самых, скажем, больших тем, да? Это, думаю, не только у нас даже в деревне, а наверняка в городах тоже. И вот получается, я смотрела YouTube про вышивку и тихонечко вышивала и за детьми вышивала, имеется в виду днем, а вечерами смотрела YouTube. Кстати, именно вот этот сюжет стоит на аватарке моего канала. А тут еще один маленький щеночек. Этот я уже сама потом купила. Вот. Фирма Искусница, дружок. Так, щенок, мне этот понравился. Маленький сюжет. Незатейливый такой сюжетик. Ну, такой щенок миленький. Он такой радостный, такой довольный. Вот цветочек кому-то он принес, такой радостный. У нас две собаки, вернее, пес и собака. Джек и Хаска. И вот они у меня такие же ласковые. И этот щеночек, вот смотрите на мордочку. Вот какие глазки. Я его вышила. Правда, я еще не научилась оформлять вышивку. Я, наверное, навышиваюсь, а потом уже буду учиться их оформлять. Но хотела бы предупредить. Я смотрю видео, да, где блогеры рассказывают о вышивке, о разных наборах, о разных сюжетах. Я знаю, что у них, скажем так, хорошие наборы, что у них опыт огроменный, они мастерицы. Но я думаю, что каждый из таких мастериц первые шаги давались, наверное, не совсем легко. Все равно они начинали с чего-то, и у них были ошибки, и у них были оплошности, и у них были кривые крестики. И, наверное, не нужно стыдиться того, что я сейчас, да, учусь вышивать. У меня первые шаги, у меня первые ошибки и первые сюжеты, первые радости. Возможно, кому-то это будет интересно. Поэтому я тоже решила все-таки видео снимать и выкладывать. А вот это мой первый бэкстич. Когда с дочкой ходили в магазин Магнит Косметик, там продавались наборы фирмы Алиса. И вот этот маленький сюжет так одиноко лежал на полке. Я в первых своих видео даже рассказывала об этом на башкирском языке. Мне было так жалко эту стрекозку. Я говорю, я ее куплю дочке. Хотя я на тот момент вот по видео из YouTube знала, что такое бэкстич, но ни разу сама его не исполняла. То есть у меня вообще не было опыта вышивать бэкстич. Я все-таки решила его купить и вышить. Во-первых, одинокая стрекозка меня сподвигла, скажем так. Во-вторых, знаете, причину. Фильм «Стрекоза» с Кевином Костнером. Один из моих самых любимых фильмов. Вот люблю я этот фильм. Нравится мне. Когда бы ни смотрела, я могу пожалеть, поплакать. Но я считаю, что в нашей жизни много необъяснимого, но чудесного, загадочного, которое логике не поддается, но нам помогает. Вот в этом фильме «Стрекоза» тоже о таких же вещах повествуется. И мне очень нравится.
И несмотря на то, что я боялась бэкстича, да, я считаю, что я достаточно, наверное, успешно справилась с этой вышивкой. Мне понравилось. Какая стрекозка получилась. Возможно, в будущем я буду дополнять вот эту вышивку. Я еще не решила. Вот я не хочу, чтобы она просто так одинокая летала. Я хочу сюда что-нибудь вышить. То ли какие-то камыши там, да, в воду сюда, воздух какой-нибудь. Но, наверное, я сделаю это потом, через несколько лет, когда я наберусь опыта, чтобы уже, скажем так, свое видение переносить на канву. Пока еще это только в своих фантазиях могу, но на канву переносить это тоже не совсем легко. Кстати, хочу показать, что осталось от набора. Возможно, кому-то будет интересно. Извините за шум. Вот. Мне кажется, не только на второй, еще и на третий отшив спокойно хватит. Может, даже и на четвертый, потому что мулина уходит очень мало. Сюжет маленький. Вот. Какая красота. Такие цвета красивые. И они как-то натуральные. Крылья у стрекозки как будто на самом деле прозрачные. Так, сейчас хочу показать тоже мой первый опыт. Этот набор я вообще увидела на железнодорожном вокзале. В одном из маленьких магазинчиков, которые расположены рядом. Вообще как-то куда-нибудь там затолканный набор куда-то вглубь, одинокий, бедненький. Вот понравился и все. Понравился. Я его вытащила, рассмотрела. Там еще набор был треснувший. Я говорю продавцу, а можно открыть? То есть он вот где-то наполовину треснула одна сторона, да, остальное уже все целое было. Я говорю продавцу, а можно открыть, посмотреть, все ли на месте? Она говорит, а если я открою, говорит продавщица мне, а как же, говорит, это, если вдруг чего-то там не хватит, и вы откажетесь покупать? Я говорю, а что, если я сейчас куплю и при вас открою, проверю, что вот чего-то там не хватит? Я говорю, мне же тоже будет неприятно. Я говорю, я в любом случае куплю, девушка, давайте так договоримся, я его в любом случае беру, но все-таки давайте, говорю, откроем и проверим. Вот мы открыли, проверили, там все было. И бисер, и схема, и канва, и игла, все там на месте было. Вот такая вот схема. И вот что у меня получилось. Это моя самая первая работа бисером. Я прекрасно понимаю, что бисер тут кривой, косой, что работа никакая, но я хотела вышить эту работу в подарок собственному мужу, потому что он очень часто бывает вдалеке от дома. Я хотела эту вышивку дать ему, чтобы вышивка была всегда с ним рядом, чтобы он помнил о семье и чтобы, скажем так, имя Аллаха его оберегало. Муж постоял, посмотрел, он видел, как старательно я его вышивала, сколько усилий прикладывала. И говорит, пусть дома остается. Я, говорит, и так верю, что как бы любовь близких меня оберегает. Поэтому пусть, говорит, остается дома, ты так старалась. Но знаете что? Вот у меня же схема вот эта осталась. Я думаю, что когда-нибудь я приобрету темную канву, приобрету металлизированные нитки, и я вышью этот сюжет уже металлизированными нитками на темном фоне, но без бисера. Мне кажется, тоже красиво получится. Ну, я так думаю. Так, здесь в наборе были белый бисер, вот этот золотистый бисер, черная канва, игла и инструкция, да. Черного бисера в наборе не было. Это я сама лично добавила. Вот
что он даже весь запыленный. Я его затолкала в полку, он там и лежал. Потому что он не оформленный, я не умею оформлять, поэтому он ждет своего звездного часа. Вот, черного бисера не было. Я начала вышивать, у меня опыта никакого нету. Это моя первая работа в вышивке бисером. И вот мне кажется, что вот здесь, вот между белым и золотистым бисерами, как-то вот пространство некрасиво остается. Бисеринки туда-сюда немножко, скажем так, склоняются, как будто падают. Когда ездила в райцентр, зашла в рукодельный магазин и все-таки купила черный бисер немножко. Купила, приехала, я попробовала вышить черный бисер и вот узор выложить, скажем так, да. И мне намного понравилось, чем просто так это место черным пустым оставлять. И я полностью раму вот так черным бисером и вышила. Этот фон, он вообще не вышивался, он оставался пустым. Черным бисером его вышивать я уже не решилась, потому что все-таки вышивать бисером достаточно долго. Ну, умелицы, конечно, это делают очень-очень быстро. Но и пустым я оставить не хотела. Поэтому у меня были черные нитки ПНК имени Кирова. Я их взяла, и вот этот фон внутри рамки я просто вышила черным мулине. Я не знаю, как меня будут осуждать опытные мастерицы, но мне самой моя работа нравится, потому что это моя первая работа бисером. Я ее не забросила, я ее доделала. Вот видите, какие кривые бисеринки. Я вам сразу скажу, почему они такие, потому что я училась закреплять эту мононить. Вот. И из-за этого вот здесь у меня, там, где закрепляет мононить и начало вышивки, и конец нити мононити, да, вот эти места у меня самые проблематичные были. Вот. Но для первого опыта не так, наверное, и стыдно. Даже если стыдно, все равно сохраню. Так. И вот еще один мой первый опыт. Это вот такая вот вышивка. Сейчас я вам покажу превью. Это уже фирма Joy Sunday. Я попробовала вышить прежние сюжеты простые. Осмелела и сделала заказ на Алиэкспресс на вышивку. Вот мне понравилось. Быстро доставили, и я начала его вышивать. Такие забавные совята, они мне так нравятся. Во-первых, они забавные, во-вторых, они яркие, в-третьих, несмотря ни на что, они такие милые. Мы же понимаем, что это просто рисунок, просто сюжет. Но я не знаю, что скажут, вот, скажем так, опытные вышивальщицы, но мне так нравится выражение их глаз, их это проработка. Вот покажу, что у меня получилось. Еще не оформлено. Вот смотрите. Какой тут Дед Мороз совенок. Это олень, как я понимаю, рождественский. Этот совеныш захотел стать оленем. Вот все. А эта совушка несет подарок на себе. Вот платьице у нее такое узорчатое, красивое. А этот совенок захотел стать снеговиком. Варежки. Видимо, на холоде гулял. Вот лицо румяное такое. Так все красиво. Так. А этот совенок изображает новогоднюю елку. Вот смотрите. Звезда новогодняя. Игрушки, которыми елка украшена. Даже новогодний сапожок есть. Вот. Merry Christmas. Вышила я этот набор. Кропотливо достаточно, тяжело, но мне понравилось. Вот эта схема, как вы можете увидеть. И вот сколько ниток осталось после вышивки. Мне понравилось. И цвета красивые, и нитки приятные.
Я, конечно, пока малый опыт работы с нитками разных производителей имею, но тем не менее мне очень понравилось. И еще одна работа. Это вот такой букет лилии, тоже от фирмы Искусница. Смотрите. И вот что у меня получилось. Так, свои вышивки я еще не вывешиваю, девушки, поэтому не обращайте внимания. Они у меня лежат в полке, но в этом году, скажем так, у нас в доме был ремонт громадный. Из-за этого, видимо, весь этот мусор даже внутрь шкафа попал. Хотя вроде как старательно все убирала. Так, отвлеклись немножко. Это букет лилии. Очень красивый и нежный. Я понимаю, что переходы цветов резкие. Возможно, кому-то не нравится. Но мне очень нравится, во-первых, вот этот нежный мятный цвет. Во-вторых, мне очень нравится, как здесь изображены вот эти формы лепестков, линий. Вот этот загиб лепестков, бутончики. Очень красиво. Я сама очень люблю лилии. Вот сейчас, наверное, покажется, что я очень часто повторяю слово «очень». Но на самом деле мне сильно нравятся лилии. У меня есть желтые, у меня есть оранжевые, но вот таких розовых у меня пока нет. Я надеюсь, что в будущем появятся. Они такие, во-первых, нежные. Во-вторых, мне нравится аромат лилии. И в-третьих, несмотря на то, что внешний вид у лилии, как бы они очень нежные такие, да, хрупкие, это сильные цветы. Это сильные цветы, скажем так, которые зачастую и легкие заморозки переживают, и на засухе могут выжить, и под дождем стараются. И вот такой красивый сюжет у меня вышелся. Я очень рада. Так, еще хотела бы рассказать об этом органайзере. Вот многие, наверное, уже увидели, раскаты попало. Когда я начинала только вышивать, но я и сейчас только учусь вышивать, я самые простые сюжеты беру, и времени у меня на вышивку очень мало. Вот смотрите, и смотрела я вышивальный YouTube, да, и многие мастерицы говорили, для новичков, для тех, кто начинает вышивать, не покупайте дорогие наборы, не берите большие там сюжеты, берите самые простые сюжеты, маленькие наборы, чтобы понять, подходит это занятие вам или не подходит. Потому что если вдруг окажется, что вышивка это не ваше хобби, да, все эти траты, они будут понапрасну. Я прислушалась, когда я на самом деле вот начала вышивать те сюжеты, которые покупала для дочери, несколько первых сюжетов, да, я ничего не покупала. То есть у меня были самые простые ножницы мои, у меня были самые простые иголки. Я просто постаралась найти среди них тех, которые более-менее подают под вышивку. Органайзер я смастерила сам. И вот такой самодельный органайзер я себе сделала, потому что в наборах фирмы Искусница органайзеров не бывает. И я вот до сих пор им пользуюсь. И ничуть не жалею, что все-таки в начале, скажем так, я еще и сама начинающая до сих пор, у меня мало опыта, но в самом начале я ничего дорогого не покупала. Сейчас, конечно, у меня потихоньку покупки набираются. Возможно, если будут комментарии, лайки, пожелания, я в будущем расскажу о своих покупках. Но на сегодняшний день я точно так же обхожусь очень скромно с другими аксессуарами для вышивания. Дорогие подружки, очень рада была с вами пообщаться. Если все-таки кто-нибудь, скажем, захочет со мной общаться, переписываться, рассказывать друг другу о своих сюжетах, я буду очень рада. Буду рада любому комментарию, что вам понравилось или что-то не понравилось. Буду, конечно, рада подписчикам и буду рада лайкам. Желаю всем вам крепкого здоровья, благоденствия. Пусть у нас с вами все будет хорошо.
И, конечно, пусть каждый стежок, каждый крестик добавит радости в ваш дом и в ваш мир. Всего вам хорошего!